7 января. Консервный завод. Приехали с Владикавказа. Каждый год ездим 2 раза. Вот перед Пасхой и на родительское приедем. Давно уехали отсюда из Грозного? В 93-м. У меня в дом бомба попала, сгорело все. Куда мне деваться? Ребенку в школу надо было. Вот с Владикавказ приехали. Магомед в прошлом году нашел здесь не разорвавшийся танковый снаряд. Это в прошлом году. До этого 2 минометных мы нашли. Раньше здесь растяжки находили. Есть такие места, где глубинные бомбы падали, и по несколько оградок, по 5-6 оградок вывороченные. Кости, где находим, там и прикапываем. Есть вывороченные все. Вот это молодой вообще. Кто-то молодой, видишь? Даже мудрых, видишь, зубов нет. Это, кажется, нижний. Это я Да, меня здесь все-таки, наверное, был. Хотя кто знает, откуда она прилетела. На котором мы были, это центральное кладбище. В народе его называют консервное, потому что там был рядом консервный завод. Поэтому его называют консервным. Это уникальное кладбище, 60 гектаров земли. Это является центральным кладбищем города Грозного. Это лицо города. К сожалению, сегодня чуть-чуть оно подпорчено, но в любом случае, Бог даст, с годами все будет по-другому, все будет хорошо. Мы шли к консервному заводу, там стояли российские, которые могли отправить людей, которые хотели уехать на Уралах, на КАМАЗах, как угодно, на БТРах с военного Грозного. Тут снарядов попадало, не разорвавшихся. Им все могло быть и заминировано, и оно и было здесь заминировано. Потому что где стояли федеральные войска, вокруг себя они все минировали. Чтобы, не дай бог, боевики не украли. Вот следы, не знаю, от снарядов или чего. Крестик поломали. Фотографии были побиты. Фотографии заменил, табличку. И вот каждый год, с 13-го года, каждый год приезжаю. Как желать? Нормально. Давид, ты не меняешь. Да. До этого дядька приходил, говорит, я Милану могилу не нашел. Как не нашел? Мне вообще еще хуже, мне плохо. Как не нашел? К Сайпудину обратилась через соцсети, и он нашел и сфотографировал. Я была в шоке, я расплакалась. Я говорю, Сайпудин, дай Бог тебе здоровья. Я не знаю, что есть на этом свете хорошее, пусть, говорю, тебе будет. Мучигов Сайпудин Баудинович. В августе, через 3 месяца, если доживу, будет 50 лет. Занимаюсь общественной деятельностью в большей части. Восстановление разрушенных захоронений, поиском могил, поиском пропавших во время Отечественной войны даже, поиском людей, которых разбросала по миру война, вот чеченские 2 компании. И занимаемся работой с молодежью, работаем в рамках гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений. И вот в этом направлении идем. Да, таких, как он, очень мало редких людей. Да. Местные? Да. А? Ну, местные, как, Считаем. 90-х годов мы приехали на уборку, да. Откуда? Из Владикавказа. А почему отсюда уехали в 90-е? Как, почему? От Здрасте. войны? Война, Дудаев, Шакал, блин. Этот, Масхада, вот от Когда этого. вас бьют и вырезают, из-за этого мы и Думаете, только мы, что ли, уехали? Да. Мои друзья чеченцы еще до войны уехали. Ну, был такой сайт виртуальный Грозный. Я нашел этот сайт, и на этом сайте встретил одноклассника. И вот так вот загорелся. Они меня попросили сфотографировать дом, в котором они жили. Я сфотографировал этот дом, потом появился человек, который попросил, не смог ли я пойти на могилу его отца, найти могилу отца. Ну, нашли могилу, и потом другой, третий, и вот так затянулось это все.
Когда сюда первый раз приехали после того, как А мы сейчас как раз в этом году 10 лет у нас. В 99-м Не 90, в 2009 году. 2009. И в каком состоянии были могилы? Ну сейчас уже, вот, если вы обращали внимание, уже много подымали. Мы когда сюда заходили первый раз, вот эти дорожки, вот там центральные, это боковые, но и центральная дорожка, маленькая тропинка, и как в пещерах вот так эти деревья заросли, и мы как вот в пещере вот так вот проходили. Вон у дедушки срезанный крест, это мина или снаряд, и он посечена вот пулевое отверстие. Прям сито из трубы вот так сделал. Это какая интенсивность огня здесь была в центральной. А здесь что, дома или какие-то ограждения? Табличка вот эта вот была от взрывной волны, она где-то была. Мы ее нашли и вот так поставили. Приезжаем на следующий год, а ее забрали. Это же... Сдают, что ли, в металлолом? Да, сдают. Вот оградку, калитку, видите, тоже снять. Это все вот в металлолом ушло. А табличка целая была, просто оторвана. А крест это от снарядов, да, так пострадал? Да, это вот, видите, как посечено все, это от снаряда. Да. Вот эта бабушка нас встречала, когда мы с церкви ехали, мы венчались. И вот она дожила до нашего венчания. И говорит, как вы долго ехали? Я вас так долго ждала. Это единственный внук у нее. Все внучата были девочки, а он единственный. Как я долго вас ждала. И вот он ее вообще, он ее так любит. Он, наверное, маму свою не так, как эту бабушку, потому что она его воспитала. Поэтому вот каждый год мы сюда приезжаем. Проблема, что здесь большой отток русскоязычного населения, который произошел в 91 году, в начале 90-х, и вот в конце 90-х, в 98-99. Кладбища заброшены, по большому счету, не ухожены, они зарастают. Плюс они пострадали во время боевых действий, попаданий снарядов, там, недолетов, перелетов, так называемых. И пострадали. И люди, приезжают с другого региона, очень проблемно. Люди, которые в моем возрасте уехали в то время, они сегодня уже в очень преклонном возрасте, под 70-70, кому-то за 70 лет. Чтобы сюда приехать на одну пенсию, это очень проблемно. Это вот у нас такие хорошие люди, которые с нами приезжают каждый год. Каждый год они убирают не только свою оградку, а и вокруг. А вы откуда приезжаете? С Прохладного. А вы отсюда когда уехали? В каком году? В 92 году я уехала. А муж у меня прохладный, ну, в смысле, не Грозненский. Алтайский край, Сибирь. Да. Вы легко могилу нашли? Мы нашли благодаря Гале. Она фотографировала палики памятники. Там был памятник, который по нему мы всегда ориентировались, далеко же заходить. Вот что надо за ним завернуть, вот там точечка есть, памятник девочки. И мы потом в знак благодарности расчистили сейчас там все. Мы пытаемся найти спонсоров, найти поддержку со стороны, чтобы организовать бесплатный автобус или бесплатное размещение, питание, поиском могил. Вот они приезжают, что мы тут же пытаемся максимально, если кому есть, у кого-то может быть проблемно, есть инвалиды, даже не приезжая сюда, просят нас, вы не могли бы вот мою могилу прибрать. У нас есть такой Ашаханов Магомед. Вот этот человек помогает людям тоже чистить могилы. Меня заинтересовало, что могилы маленьких детей ясельной группы, вот так можно сказать, ясельного возраста, похоронены в одни даты. 71 год. Мне просто интересно, я хочу у людей спросить, наших грозненцев по нашим группам в соцсетях, что это вообще такое было. Может, кто-то помнит и расскажет. Много там? Мага, сколько там могил? Ну, мы расчистили около 12, еще около 20 я рядом нашел. Наверное, там больше 100 детей. Мы делаем это сами. Порой бывает нас и платят за работу, потому что памятники покупать мы не можем, памятники очень дорогие. Плюс занимаемся еще, субботники, в месяц раз делаем субботники. Выборочно, вот Магомед находит детские могилы в основном, и ветеранов Отечественной войны он прибирается там. Это совершенно, как говорится, благотворительная акция. Сквозная, по-моему, да, сквозная вышла вот здесь вот. Осколок вышел. Побывал и на Чеченской войне.
так называемой чеченской войны. Есть страница, есть группа «Наш дом, город Грозный» называется, где мы собираемся, обсуждаем все, выкладываем фотографии. Вот нашел фотографию, вот тут же выкладываем. Сделали субботник, ребята, вот на ваших могилах мы прибрались, вот она. Здорово, Дмитрий Иванович. Слава Богу. Добрый день. Рад вас видеть, молодой человек. Это мой отец, Валентин Иванович Родин, 30-го года рождения. Я, когда был маленьким, он меня на рыбалку, на охоту, он был заядлый охотник, заядлый рыбак. Везде он меня возил. И как-то мы с ним сидели около костра, так вечером, он говорит: Саша, когда-то меня не будет, мне не надо, говорит, большой памятник, большую оградку. Один раз в год приедь, говорит, привези чекушку водки, плесни, помяни, говорит, вот это самое главное. Ну, для человека самое главное память. И я даже в самые плохие времена я приезжал и проведывал эту могилку. Самые плохие времена это когда? Ну, я последний раз был в 93-м году. Ну, в 93-м году было, вы сами знаете, какое время было такое, что и опасно было ездить. Вообще опасно было. Мне мать уже сама сказала, что тут нельзя появляться. Ну, и вот спокойнее меня человека, по-моему, в природе нету. Но вот я приезжал, и мне приходилось драться здесь. А драться это могут и ножом, может, и все. Ну, так. Ну, скажем так, русский, как я всегда и говорю, это незащищенная сторона. Была это слабая сторона. И вот преследование со стороны таких лиц, как преступный элемент, который был выпущен к приходу власти Дудаева с тюрем, они преследовали, убивали, насиловали, грабили, отнимали жилье и такое. Ну, много репрессий было по отношению к русским. И русские отсюда уехали. Мать моя жила здесь, в городе, до 98-го года, на поселке Кирово они жили. И в 98 году мы забрали ее. Ну, дом оставили, ее забрали. И она до последнего время жила, в Семикаракорской, Ростовской области. Она не хотела уезжать. Дом остался, дом и сейчас стоит. Приезжаем, я как-то подъехал с внуками своими, с братом приехал, с племянником. Подошел, наш дом целый. Там большинство дома разрушено. Я подошел, смотрю, красивые железные ворота, накрыта крыша, там пристройка. Все, я стою, смотрю, и выходит чеченец. И говорит: наверное, ты здесь жил когда-то. Я говорю: да, здесь, я в этом доме родился. И я говорю, он говорит, показывает руки, честное слово, я никого не убивал, я никого плохого ничего не делал. У меня к тебе претензий нет. Главное, что этот дом мой целый, главное, что сохранили. И жила, и живу, и работаю, и никуда не собираюсь. Пока что никуда не собираюсь. И войну были здесь, когда самолет летел, так интересно, вот он летит, бомбы сбрасывает, а ты стоишь и считаешь 1, 2, 3, 4, 5. А потом, когда он здесь летел, уже неинтересно стало считать. А вы почему не уехали? Не уехали, да и все. Так, я вот сейчас вот... Не жалеете? Не жалею. Почему? Ну, почему я жалею? Почему я жалею? Что жалеешь? Что не уехали. Надо было уехать. Надо было уехать. Надо было. Это мое мнение. Вот как бы я в школе работаю. Сказать, что меня там притесняют в чем-то, нет, не притесняют. Но все равно менталитет другой у людей. Мы русские, а они мусульмане. Менталитет другой все равно. Как-то вот в этом отношении. Хочется иногда, вот как в России, Масленица или вот даже та же самая Пасха, да? Там чувствуется, вот как раньше у нас этот праздник чувствовался. Русских много уехало, да? Ну, вот русские почти все уехали, единицы остались. Единицы. Вот у нас в школе 2000 учащихся, у нас нет ни одного русского ребенка. У нас нет. У вас есть какая-то статистика, сколько русских отсюда уехало? Ну, официально ее не ведут, приблизительно есть цифры, но этот город в пике своем официально набирал 450 тысяч. Он состоял из процентов, там, 85 где-то состоял, это был русскоязычный город. И вот представьте, даже только с одного города, сколько людей уехало русских. Здесь сейчас 12 тысяч русских. Это считается вообще в Чечне. На мой взгляд, что с республики уехало более 500 тысяч. Хотя официально говорят там 250 тысяч, 300 тысяч. Но я не думаю, что это, думаю, это не так. Посмотри, здесь деревья были, видите? Деревья были. Это вот и инструменты не взяли, ничего. Это мамочка моя похоронена. И вот не всегда получается приезжать. Вот 4 года не было. Я в Ростове живу. В Ростове-на-Дону.
еду в поезде Грозно-Москва. А мама работала в ателье от железной дороги. Шила на Грозно-Москва, когда первый фирменный поезд вышел. Она шила эти простыни для вагонов. Это я помогала, приходила. Проводница, уже пожилая там женщина. Что-то разговорились, и я говорю, ну так это. Она, оказывается, мою маму знает. А она говорит, привет ей передавайте. Я говорю, здрасте, говорю, она умерла. Ой, царство небесное. Есть система поводыря, мы ее называем, вот, звонит кто-то там с того же Хабаровска, например, звонит и говорит, вот повернешь вот так вот, и мы ищем. Хотя они думают, что кладбище находится в таком состоянии, в котором они уезжали, оно заросло, и оно очень долго, некоторые могилы очень долго приходится искать. Самая дальняя точка с Австралии проезжала. Да, так с Америки, с Германии, с Израиля, с Японии проезжали, с Китая люди проезжают. Приезжают отовсюду, Италия, вот самое большее с Германии проезжают, и с Америки. Ну и Израиль, естественно. Выбили, кто не буду говорить, прикладами. Грижи у меня выбили позвонки, поэтому я сутулюсь. Еще с Галой познакомился, вообще добила. Хорошо, меня. что не мозги. Вообще добила меня, что я уже начал. Позвонки назад можно вставить, а мозги назад не вернешь. Мозги были бы, и их выбили бы, их нету. В войне я пошел в ополчение, тогда это было так. Потому что не все шло так гладко. Прежде чем сюда ввести войска, ельцинское правительство в то время ввела танки 26 ноября 1994 года, извиняюсь. 26 ноября 1994 года Кантемировская дивизия в мирный город зашла под предлогом свержения режима Дудаева. Начала стрелять рано утром. И вот это сподвигло многих ребят пойти в ополчение, потому что видели, что этот беспредел просто так не уляжется. Долго вы вот участвовали в этом? 3 месяца. 3 месяца, пока отсюда бои не вышли в горы. Ну, был ранен, слава богу, что я был ранен. Да, потому что неизвестно, как это все закончилось. Были в списке боевиков? Ну, я, по крайней мере, видимо, чудом проскочил. Потому что списки эти были, они велись, и поэтому... Это русская береза, привезена с России. Это кавказская, горная, поэтому, видите, она поздно зацветает. У нас даже дом такой. Здесь кавказская, тут русская береза. Занимаюсь вот тем, чем я занимаюсь. Многие считают, что я русифицирован, что ли, я не знаю, как это правильно назвать. Нет, я очень люблю свою нацию, я являюсь чеченцем, я являюсь мусульманином, я чеченец-горец. И как свою нацию, я ни одну нацию не люблю, это естественно. Но я не принижаю другие национальности, и поэтому отношусь к другим национальностям так же, как к своей. И многие думают, вот жена у меня, вот из-за этого, что у меня жена, он поэтому этим занимается. Во-первых, я тогда, когда начинал, я не был женат. Во-вторых, если бы у меня жена была папуаска, я бы не поехал в Африку колодцы рыть. Я занимаюсь этим, потому что я такой внутри. И мой отец благословил меня. Вот поэтому только. Чужим детям абсолютно, дают, чтобы дети все равно, они ощущают, что они в одном, как сказать, поле. То бишь, что они чувствуют себя не чужими, вот, понимаешь, не обязательно там деньги, сейчас деньги, были бы яблоки, что-то протянул бы, чужим детям дают. Сюда заходили, грабили, машинами вывозили отсюда имущество мирных людей, и это здесь было. Здесь расстреливали людей просто так. На этом поселке расстреляли просто мирных людей, 19 человек, только на этом поселке. И люди вышли защищать свою землю. Что произошло со мной? Смерть, которая окунулся, ты окунаешься в эту атмосферу. И эта атмосфера заставляет тебя просто задуматься, что это такое. Я когда-то говорил это параллельные миры, которые между собой стирают границу, и заходят. И я пытаюсь хоть чем-то помочь тем бедолагам, которые здесь десятилетиями, сотни лет некоторые жили, и потом их отсюда, мягко говоря, выкинули. Я вот пытаюсь как-то облегчить их участь, потому что они, я знаю, хотят сюда приехать, увидеть свои могилы своих родных. Устал сегодня? Не, я сегодня попахал хорошо. Да мы не хватило, кисточки забылся. Краску начала шелушиться, надо пока почистить одну могилу. А их, знаете, сколько? 5 штук.
Ну, чиновники расчистили, хорошо сделали, расчистили дороги, все, делали субботники, все. Ну, невозможно это делать без конца чистить. Это оно зарастает моментально. Там нужна правительственная программа, которая выкорчевает все эти деревья, не просто их вырубит, выкорчевает все по новой, надо это кладбище восстанавливать. Городит вот эту надпись, да? Нет. А надпись надо. За счет чего вы функционируете? Это взносы какие-то частные? Грантов мы ни разу не получали, в принципе. Подавались? 3 раза подавались, ни разу почему-то удивительно мы не выигрывали грант. Ну, плюс мы свои тоже тратим. Очень часто приходится тратить свои деньги, потому что это требует капитальных вложений. Слушайте, ну у людей возникнет вопрос, вы-то чем зарабатываете? Нет, я кормлюсь от бизнеса брата младшего, он меня поддерживает полностью. Мы находимся в селении Тумсой. Селение Тумсой, Шатойский район, Аргунское ущелье. Мы сейчас пойдем на кладбище, давно не были мы на кладбище. К отцу, к дядьке. Брат здесь похоронен. Это наше родовое кладбище. Ну, у меня, во-первых, отец никогда не видел могилу своих родителей, ни отца, ни матери. Дед у меня расстрелян в тюрьме. Здесь, в Грозненске, в 1942 году сталинские репрессии перед депортацией. Расстрелян как антисоветчик. Ну и тела мы не получили. По всем там говорили, что их как-то перемалывали, куда-то закидывали в реку. Ну, не факт. И прежде чем этим заняться, я спросил у отца, можно ли, вот, потому что, сами понимаете, тем более, еще я мусульманин, и, конечно, я посоветовался у отца, а можно ли вот заниматься поиском могил, помимо мусульманских, на христианских кладбищах. Отец сказал, что никогда не видел могилы своих родителей, и тот, кто хочет помочь в этом деле, я считаю, что это благое дело, и Бог тебя, зачтется это все. Это последний приют наш, куда мы придем. Уже этого мы не избежим, по-любому. Я надеюсь, что это будет началом чего-то светлого. Очень хотелось бы надеяться на это. И еще один момент. Когда человек приезжает через четверть века на могилу своего сына, если это еще женщина, это, как правило, женщина приезжает. И когда они начинают разгребать листву с могил своего ребенка и просят Всевышнего, чтобы он дал долгих лет мне жизни и моей семье, в этот момент ты понимаешь, что ты совершаешь какую-то пользу людям.